От разовой поддержки образования к всеулусному меценатству в Хангаласском районе состоялся первый слет попечителей и меценатов. Тему продолжит Виолетта Засимова. Традиции меценатства издавна проявлялись на священной Хангаласской земле. Первое в Улусе образовательное учреждение открылось в 1874 году в селе Актемцы на средства попечителя Ивана Павлова. Это событие считается отправной точкой развития образования в Хангаласском Улусе. Аналогично потом такая же была, первая школа была построена по инициативе волостного главы Николая Прокопьевича Припуза в городе Покровске. Ну, тогда еще было селение Покровское. И в селе Качакаце Барашков Семен Петрович, известный купец, точно так же основал первую наследную школу, куда даже в качестве, например, учителя был привлечен Алексей Елисеевич Кулаковский, наш известный мыслитель. Термин меценатство не всегда носит материальный характер. Существует еще такое понятие, как интеллектуальное, духовное меценатство. Слет меценатов и попечителей Хангаласского Улуса прошел в Центре культуры Саргыты-Гюльгете. В фойе здания была организована своеобразная выставка достижений школьников за последние годы в рамках проектов, инициированных первым президентом республики Михаилом Николаевым. К слову, именно Михаил Николаев в свое время заложил основу возрождения меценатства в республике. Призыв к общественности брошен: от разовой поддержки образования к всеулусному меценатству, от гражданских инициатив к объединению усилий и внесению лепты в обучение и воспитание поколения настоящих лидеров, созидателей, патриотов своей малой и большой родины, которые сделают мир добрее, справедливее и гармоничнее. Виолетта Засимова, Сарглана Ильина, Александр Юрков, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский Улус.